Всем привет! Меня зовут Раиса Зубарева, и вы на канале Движение за независимость Саха. Давайте мы сегодня с вами обсудим тему о речных перевозках, о перевозках Якутск-Нижний Бестях. Вот, все, наверное, уже видели, как сегодня было обсуждение в Общественной палате. И что говорили одни и другие, одна, другая, и там, значит, еще третья сторона выступала от Госкомцен. Вот, но сначала коротко о том, что происходило. Через Лену, значит, все возили сначала по одной цене, там практически один был перевозчик, да, за 1000 рублей возили все. Пришла новая компания Сулус, наша якутская местная компания, и снизили, они сначала до 800 рублей снизили, а потом снизили цену до 500 рублей. Старым перевозчикам это не понравилось. Лена, вот сервис называется, да, перевозчики через те, которые много лет работали. Вот, им не понравилось, они начали применять очень, привычные методы борьбы с конкурентами. Натравливали, значит, проверяющие компании на Сулус. Они снизили цену, да, во-первых, до 300 рублей. Потом они травили проверяющие компании на Сулус. Сулус постоянно вот на протяжении, там, я не знаю, недели, наверное, да, подвергался проверкам со всех сторон. Вот, и все видели это видео, когда один парень вышел и начал, значит, раскачивать эту военную тему, да. Вникаю, я говорю, как есть, я сам якут, Саха. У меня вся родня и Саха устроили тут в натуре, как укропы какие-то. А пацаны гибнут, и вы то же самое начинаете. Ну, это, в общем, какая-то очень неумная и очень такая грязная игра. И сегодня, на сегодняшнем собрании в Общественной палате мы услышали, значит, от Лена вот сервиса, еще и раньше были упреки, да, в том, что эта конкуренция приобретает такой национальный оттенок. Но эту тему раскачивает сам Лена вот сервис. Что они сегодня сказали? Они сказали, что вот, дескать, все говорят, это наша компания, Саха, покупайте билеты у Саха, переправляйтесь через реку с нашей якутской компанией. Там сказали, пацаны, мы завтра спускаемся, давайте там пусковый решим. То есть было бы, может, все и нормально. То есть они сразу подъехали, начали работать, наверху начали таксисты орать. Саха такси, идем туда, русских внучек гоним и так далее. И все это завершилось. В чем проблема? Была проблема. Была, она как бы и сейчас присутствует. Все то же самое сейчас есть там. Только это немножко тише, но все осталось, все то же самое, абсолютно. В чем проблема? То есть мы можем говорить хоть с кем, но на межнациональном уровне, получается, по расам, как делят, мы не можем. Мы же не говорим там, идите к нашим русским, там на переправе. В чем проблема? Ну, да, мы видели, как народу, значит, очень понравилось, что появилась настоящая здоровая конкуренция, да. Люди очень поддержали, люди и своими силами, блогеры позвали, да, людей, своими силами, значит, построили там сходы, то есть лестницу, да, которая спуск. Поставили там, значит, скамейки, поставили там какой-то павильон, да, для того, чтобы спасались от жары, наверное. Я вот не очень поняла, может быть, там еда какая-то будет продаваться. Вот. И, в общем, Лена вот сервису это, конечно, не понравилось. Они до сих пор держат цены 300 рублей, и никто к ним не идет. И сегодня на этом совещании в Общественной палате они привлекли Общественную палату, да, сказали, ну, пожалуйста, ну, сделайте что-нибудь с этим, значит, ненавистным Сулусом, ну, что-нибудь сделайте, это уже вот последний крик души, да, мы не зарабатываем денег, почему они нам перебили всю цену, сделайте что-нибудь, и Общественная палата пошла, значит, к ним навстречу, и собрали, значит, все две стороны конкурирующие, сюда же привлекли Госкомцен. Но я хочу сказать, что компания Сулус, это частная компания,
да, она может демпинговать столько, сколько угодно. Она может установить цену в 0 рублей. Это ее право. Если она посчитает так нужным, то она установит себе ту цену, которую она захочет. А то, что делают сейчас все остальные, включая Общественную палату, это называется давление. И вообще на самом деле этим должна заниматься антимонопольная служба. Давление в таком виде на частную компанию, на частный бизнес происходить не должно. То, что Лена Водсервис использует такие грязные трюки, говорит только об одном. У нее, во-первых, закончились аргументы, по которым они могут заставить Сулус снизить цену. Не снизить, а повысить цену. Да, наоборот. У них же какая, значит, цель? Повысить цену, чтобы цена была одинаково высокая. Те же самые 1000 рублей их бы очень даже устроили. Они не умеют соревноваться честно. Да? Все то, что они сделали до этого, и проверки, и, значит, политическое давление, вот эти вот наши мальчики на СВО, да, и национальный шантаж, ну, шантаж не шантаж, а, значит, попытка все это перевести в национальное русло. Это говорит о чем? Это говорит о том, что они не знают, что такое свободная конкуренция, свободный рынок. И играют по старым правилам. Не умеют соревноваться эти люди честно. А в свою очередь, да, антимонопольщики что должны были сделать? Они вообще должны были проверить, насколько все вот эти случаи, все эти жалобы имеют место быть. И если что, да, они должны были посмотреть, насколько существует коррупционный сговор между Лена Водсервисом и фискальной организацией. До этого у них тоже было совещание в речном пароходстве, совместное тоже, да, всех позвали. И тоже пытались, видимо, вразумить компанию Сулус, поднять цены. Сколько можно, значит, перевозить людей так дешево? Ты не имеешь права работать, не работать по нашим правилам или работать по своим собственным правилам. Как это называется? Это называется злоупотребление властью. Ни Госкомцен не имеет права сюда вмешиваться, ни Ленский флот, да, не имеет права сюда вмешиваться, ни Министерство транспорта сюда тоже не имеет права вмешиваться, кроме как проверить там наличие, ну я не знаю, средств безопасности, да, для перевозок и получение, я не знаю, там каких-нибудь разрешений на перевозку жителей. А то, что наши люди поддержали местную компанию, это на самом деле очень правильно. И не должно быть никаких претензий по поводу того, что вот вы Саха, мы не Саха, значит, мы не можем тут говорить транспорт только для русских, да. Это вот Лена Водсервис как раз таки и поднимает национальный вопрос. Они не могут предоставить нормальную услугу, люди к ним не идут. Зато они могут поднять национальный вопрос. На самом деле, ну, так не должно быть. Так не должно быть. То, что люди идут к своим, к Саха, говорит об очень многом. Они имеют на это право. Они имеют право поддержать нашу местную национальную компанию. Почему бы и нет? Столько лет люди, ну, они, понимаете, да, они столько лет терпят давление со стороны Москвы, столько лет терпят несправедливость, да, со стороны приезжих, столько лет обманывают, обдирают, как липок, да, ничего не оставляют. Да, не имеют права, и они высказали все то, что у них накипело, таким образом. Они приехали и поддержали местную компанию Саха. Люди устали от того, что монополисты одни работают. Люди устали от того, что они устанавливают огромные цены. Вот. Имеют полное право. Абсолютно. Веками наш народ с собственной земли выталкивали, да.
Мы хозяева на своей земле или кто? Таким образом люди и говорят. Поддерживают саха-предпринимателей. Абсолютно правильно. А если вы не можете конкурировать с компанией Саха, я вот обращаюсь к Леноводсервису, да, если вы не можете конкурировать с компанией Саха, то уходите. Уходите. Или конкурируйте честно. То, что они пытаются привлечь административный ресурс, заставляют власть вмешаться, да, в чисто хозяйственный спор, говорит о том, что и тем самым, уничтожив нашу Саха местную компанию, говорит о том, что у них нет никакой возможности повлиять, да. Лично разработайте маркетинг-план, да, разработайте пиар-план, да, делайте как-то по-другому, чтобы к вам тоже люди пришли. Ну так ведь люди же не идут, даже на ваши 300 рублей люди не идут. Вот. А компания занимается только манипуляциями. То, что Сулус сделал на самом деле, да, он снизил цену и дал людям выбор. Вы можете ездить с нами, а можете с той самой компанией. Даже за 300 рублей. Сулус ни в какие национальные конфликты с этой компанией не вступает. Да? Ни в какие конфликты с этой компанией не вступает. Даже когда те опустили цену до 300 рублей, а у Сулуса осталось 500. И сегодня на этом совещании он сказал, нас эта цена устраивает. И мы ее будем держать до конца сезона. У нас было всего, есть всего 5 катеров, но сейчас работает 4 катера. И цена у нас сперва была 800 рублей. И мы думали, что в день, каждый катер, если без тяхов по 3 круга сделает, все нормально будет. Мы не думали, что народ все потянется, не все, но большинство потянется к нам. И даже вот те, которые вот сейчас работают, Леноводсервис, вот, мы даже не могли с ними конкурировать. У них много катеров, большой опыт, у них постоянные клиенты. И то, что вот такой ажиотаж будет, мы вообще об этом не думали. Сейчас работаем, все нормально у нас, цена по 500 рублей уже стоит, и этот сезон на этом цене остановимся, думаю. Вот, и таких каких-нибудь проблем еще такого нет у нас, все нормально. 500 рублей. 500 рублей, да. Откуда вот вы скорректировали? Мы скорректировали 800 рублей сперва. Сначала было по 800. По 800 рублей. И когда вот начали первый день вышли, как первый рейс сделали, цена упала до 500 рублей. Вот, Леноводсервис снизил цену. Потом нам пришлось тоже снизить до 500 рублей. И народ потянулся, и у нас работы полно, с утра до вечера работаем. И, как сказать, по 500 рублей нам хватает денег. Вот. На зарплату вот, капитанам. И если что, вот, уже чуть-чуть поломка была, на запчасти все хватает. А у вас разные транспортные средства в обслуживании? Или одинаковые? Одинаковые. Одинаковые. Да. Тогда, значит, вам 500 хватило, им 1000 не хватило, да? За сезон там огромное количество людей переправляется с одной стороны на другую, и можно заработать. И всего лишь 2 компании, которые перевозят. 2 компании, которые перевозят. Всем хватит, чтобы заработать. Да, это получается конфликт между старой гвардией, да, старой элитой и новым свободным рынком, скажем так. Очень надеемся, что Сулус не прогнется. Очень надеемся, что Сулус оставит цены и все-таки не уйдет с этого рынка. Да, кстати, после этого конфликта очень многие заговорили, что таким же образом, да, нам нужно менять политику в сфере пассажирских перевозок городских. Что происходит у нас в Якутске с пассажирскими перевозками? ЕПАК, якутское, значит, автотранспортное предприятие, не имеет своего парка. ЕПАК не занимается перевозкой жителей. Единственный маршрут, который у них появился первый за 30 лет, это
маршрут номер 100. Все остальное отдано в частные руки. Все остальное отдано Союз Автодору и Максимову, да, Максимов был учредителем. Они заставляют участников значит, регистрировать ИП, дают им разрешение на перевозку, и таким образом, значит, у нас возят людей по городу. Вот на самом деле это частники. Это частники. У мэрии нет своего парка. Мэрия этим не занимается. В любом другом нормальном городе у мэрии, у муниципалитета есть свой парк, и муниципалитет занимается перевозкой жителей города, ну, внутри этого города. И жители напрямую платят муниципалитету. И туда будут входить содержание автобусов, приобретение нового автопарка, да, новых автобусов. И туда же, и эти же налоги будут идти, эти же деньги будут идти на содержание остановок, ну, всей этой инфраструктуры. И в том числе и на дороге. У нас такого нет. Это вообще нонсенс. Где такое вообще происходит, чтобы перевозки городские были отданы в руки частникам? Кто вообще это позволил? В каком законе это прописано? И почему антимонопольная служба не работает и не проверяет, есть ли сговор? А сговор там конкретно есть, и он в течение 25 лет. Почему мэрия так решила? Почему сейчас это не пересмотреть и не переделать? Потому что у мэрии нет денег. Извините меня, набила оскомину, но я в 150-й раз скажу. Есть деньги строить кинопавильон, есть деньги строить Алан-Холленд, есть деньги строить Ленский мост. А на то, чтобы организовать собственное предприятие, которое будет возить горожан, у них денег нет. По-моему, это смешно. И очень даже несерьезно. Вот, я надеюсь, что с приходом Сулуса, вот с такой ситуацией, люди поймут, что они могут влиять на власть. Я надеюсь на то, что люди поймут, что они смогут стать живыми участниками этих перемен. Они сами могут, значит, менять жизнь вокруг себя, улучшать ее. На этом, пожалуй, сегодня все. Всем спасибо за внимание. Будем следить за событиями. Очень интересно все то, что происходит. Ну и в очередной раз я прошу вас подписаться на этот канал, поставить лайк, прокомментировать. Очень интересно читать ваши комментарии. Все комментарии мы читаем, смотрим. Ну и живое общение на канале, оно очень нам помогает в продвижении тоже этого канала и в продвижении нашей работы, скажем так. Вот. Еще раз всем спасибо огромное. До свидания.